Салям алейкум, привіт усім глядачам телеканалу ВТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і в інших регіонах України і за кордоном. Війна в Україні – це не лише війна в Україні, хоча головні події дійсно відбуваються тут, і на фронтах. І просто зараз наші бійці знаходяться на дуже гарячих ділянках фронту. Ми чи можемо їм допомагаємо. Але ця війна, вони там бережуть не лише Україну, хоча в першу чергу Україну і наш Крим, який ми маємо повернути в Україну, а й всю цивілізацію, в принципі, загалом. І тому дуже цікаво, коли я запрошую, мені самому цікаво розмовляти з людьми, які живуть у різних регіонах, в різних країнах, але коли починаєш спілкуватися, виявляється, що все це взаємопов'язано. І один з таких регіонів неспокійних, ніколи, здається, він не був спокійним. Зараз я не про Близький Схід, хоча можна було і про нього подумати. А зараз я про, як в Радянському Союзі казали, Закавказ'я, а насправді це Кавказ, регіон Кавказу, напевно, так правильно буде сказати. І мій товариш, і людина, якій безмежно довіряю, аналітик, блогер, підписується на його YouTube, новості Кавказу, це Гела Васадзе. Гела, салям алейкум. Алейкум ассалам. Правильно я Очень рад назвал регион Кавказом слава или нет? Украине. Что ты говоришь? Я не слышал. Алейкум ассалам, говорю. Слава Украине. Героям слава. Скажи, пожалуйста, я правильно назвал регион вот ваш Кавказом или все-таки Да, Закавказье? конечно. Кавказ Да, правильно, конечно, да? Южный Кавказ, Южный естественно. Кавказ, да. Мгм. Наш регион Южный Кавказ, и Южный Кавказ, хоть и часть, он является одновременно и частью Юго-Восточной Европы, так и частью Ближнего Востока. Так что Мгм. ты не случайно вспомнил Ближний Восток тоже. Ну, тогда и Ближний Восток тоже обсудим. Я перейду на трофейную мову. Но начнем с того, что ближе. Буквально днями там я слышал очень грозные заявления Ирана, который сказал такую фразу, ну, кто-то там из руководителей, я их не различаю, для меня террористы все на одно лицо. Он сказал, что Азербайджан должен помнить про то, что случилось с Украиной. Вот, что-то там им мнится, где-то чешется. Действительно ли есть такая угроза, Гела, открытие такого еще одного фронта от оси зла? Мы все ждем, как бы, ну, предполагаем, что на Тайвань китайцы нападут, а это такой треугольник, ну, Корею мы не берем северную, это понятно, нет, что Иран решится развязать там войну против Азербайджана, но, как мы понимаем, Азербайджан, там, где Азербайджан, там и Турция. Вот что это за заявление и зачем это все? Ну, ось зла, в общем-то, она и на то и ось зла, что жди от нее всякой гадости. И я бы сказал так, что понятно, что вероятность войны между Ираном и Азербайджаном далеко не равна нулю. Хотя, с другой стороны, там все несколько сложнее. Террористы на одно лицо, конечно же. И это правильно. Вернее, лица у них разные, но нутро одно и то же. Но между собой они тоже иногда грызутся и грызутся достаточно часто. В данном случае мы имеем, да, Иран является на данный момент террористическим государством, и я хочу сказать следующее. Я бы никогда, ну я вообще не сторонник того, чтобы вмешиваться в чужие дела. В конечном итоге, если кто-то выбирает свою модель развития, пускай живут. И, в принципе, до того, как Иран, несмотря на его агрессивную политику, не стал в открытую воевать с Украиной и угрожать Азербайджану, да, для меня Иран был, конечно же, далеко не идеальным государством, не хорошим государством, но не было вот того неприятия, которое есть сегодня. А сегодня оно есть по элементарной причине. С одной стороны, Иран фактически вступил в открытую войну с одним из стратегических партнеров моей страны, а с другой угрожает второму стратегическому партнеру. Я имею в виду и Украину, и Азербайджан. Понятно отношение к ним. Что касается иранских дел. Нужно хорошо понимать, что Иран – это государство нового типа, и они начали создавать политическую нацию не на этнической основе, что, в общем-то, характерно для всех абсолютно, ну, для подавляющего большинства, скажем так, новых национальных государств,
а на основе религиозной. Это шиизм. Причем шиизм определенного толка, шиизм определенного направления. В самой религии нет ничего плохого, но здесь следующее. Здесь религиозный лидер является главным государственным лицом, то есть управляется. Нужно хорошо понимать, что Иран это многонациональное государство, где живут не только персы, к которым мы привыкли, Иран это персы, где где-то порядка, ну, по разным оценкам, от 30 до 40% населения это азербайджанцы. Там живут арабы, там живут белуджи, живут курды, и еще целый ряд народностей. Понятно, что это государство, оно как бы скреплено в этом случае религией. Религиозный лидер Ирана, высшее должностное лицо, он сам является азербайджанцем. Южный Азербайджан – это по разным оценкам от 20 до 40 миллионов человек азербайджанского населения. И понятно, что наличие светского Азербайджана, который гораздо меньше, 10 миллионов, является раздражающим фактором. Кроме всего прочего, аятоллы считают Азербайджан легитимной целью для своей экспансионистской политики, для так называемой экспорта исламской революции. Для этого созданы прокси. Мы хорошо знаем, самая известная иранская прокси – это Хезболла. Многие наверняка слышали о таком прокси, как Фатимиюн. Это афганские шииты-хазарийцы. Это их вооруженное формирование. Эти и Хезболла, и Фатимиюн ведут боевые действия, являются основой, скажем так, сухопутных войск Асада. Фактически Асад держится на штыках Хезболлы и Фатимиюна. Есть еще такая организация, как Хуситаюн. Значит, это хуситы, это Йемен, которые вели борьбу против центрального правительства и, соответственно, вели борьбу против Саудовской Аравии до недавнего времени абсолютно. Вот, буквально на днях Саудовская Аравия заявила о том, что больше не вмешивается в конфликт в Йемене, фактически оставив центральное правительство. Вмешался Китай. Но есть еще такая организация, как Хусейн. Хусейн – это организация азербайджанцев, которая направлена, скажем так, острие которых направлено на Азербайджан. То есть на то, чтобы в Азербайджане совершить исламскую революцию, ну и практически привести туда тот строй, фактически завоевать Азербайджан, скажем так. То есть в этом плане Украина не одинока. Когда слышится, что мы же один народ, и типа того, да, вас, Украина вообще не существует и так далее, тоже ровно так же из Тегерана звучат такие мнения, что в конечном итоге, мы же шииты, да и Азербайджана Северного никогда и не было, и не должно существовать такого государства. Ну и так далее и тому подобное. Вот примерно расклад я уже даю такой идеологический, который, в общем-то, конечно, мазками там можно о полутонах говорить бесконечно, у нас просто не хватит времени. Но вот такой вот расклад. Почему сейчас? Почему сейчас вдруг Иран так активизировался? Тому есть внутренние причины, тому есть внешние причины. Внешние причины – это резкое ослабление России на Южном Кавказе. России вообще, то есть, соответственно, значит, на Южном Кавказе тоже, потому что Россия, понятно, что теряет, ну, скажем так, свой потенциал. И это все знают, все видят и знают прекрасно, что в любой момент, этого может не произойти сейчас прямо, но это может произойти буквально завтра, да это Бог, каскадное обрушение Российской Федерации. Святое место, как говорится, пусто не бывает, и впервые после Туркменчайского договора, а это первая треть XIX века, когда граница между Российской и Персидской империей тогдашними прошла по реке Арак, или Арас, как ее называют азербайджанцы. Впервые, значит, Иран решил, что у него есть возможность поприсутствовать на Южном Кавказе, у него есть возможность осуществить свои планы в Азербайджане, у него есть возможность увеличить свое влияние и свой вес в Армении. Иранцы открыли
значит, консульство в Кафане, это Зангизурский коридор, который как раз Южная Армения, провинция Сюник. Ну, консульство, оно, конечно, интересное, потому что практически все дипломаты там так называемые сепахи. То есть это члены корпуса исламской революции, стражей исламской революции. Для того, чтобы нашим зрителям было понятно, корпус стражей исламской революции – это организация, которая была создана по типу НКВД, организация, которая была создана после исламской революции при личном распоряжении аятоллы Хомейни, тогда религиозного лидера Ирана. Это государство в государстве практически, которое владеет огромными состояниями, которое занимается всем чем угодно от нефтедобычи, нефтетрейдерства до транзита наркотиков и другими там, специальными операциями типа убийства и так далее. Это официальная структура Ирана. Ну, например, всю контрабанду нефти контролирует корпус стражей исламской революции. Иран очень долгое время живет под санкциями, мы это знаем. Под санкции он попал в 1979 году. Когда после исламской революции было захвачено американское посольство с его сотрудниками в заложники были взяты. И Иран вот это все время, он фактически, находясь под санкциями, в общем-то, к ним достаточно хорошо приспособился. Нужно отдать должное иранцам. Они в этом использовали, скажем так, те трещины, которые были в коллективном Западе, противоречия между европейцами и США, европейцы им помогали, в том числе, особенно, говорят про французов. До определенного момента, ну, мы еще, давайте не забывать, что было 8 лет кровопролитнейшей войны между Ираном и Ираком. До сих пор эта война остается самой кровопролитной после Второй мировой войны. Правда, сейчас уже, моему величайшему сожалению, дело может выглядеть так, что война России и Украины, ну, я надеюсь, что этого не произойдет, что этот конфликт так и останется самым кровопролитным между Ираном и Ираком. Фактически начал эту войну Саддам Хусейн, который решил, что Иран ослаблен, и сейчас можно у него... Ну, Саддам вообще был в этом плане абсолютно ненормальным маньяком. Но дело в том, что Саддам Хусейн являлся еще и арабским социалистом, который просто очень жестко держал тоже это лоскутное дело, которое называлось Ирак, под своим контролем. А как только этого Саддама не стало, и его свергли, фактически это одеяло пошло по швам. Вообще история Ближнего Востока – это история очень увлекательная и очень, я скажу так, она история парадоксов. В начале 20 века были такие два дипломата Сайкс и Пико. Один британец, другой француз, соответственно. Ну вот они, зная, что Османская империя развалится, в конечном итоге проиграет войну, они начали делить Ближний Восток. И поделили весьма логично. Они сказали, вот так вот проведем границу, вот здесь будет французская зона, там будут жить сунниты, основное население, а меньшинством будут шииты. А вот здесь будет английская зона. Там большинство будет шиитов, и там арабы. Мгм. Там большинство будет шиитов, а меньшинством будут сунниты. Ну, ни Сайкс, ни Пико, сейчас мне их трудно обвинить в том, что они не могли знать, как пройдет история. А история пошла очень интересно. Действительно, суннитская монархия была и шиитская монархия была. Но монархии-то были светскими. И потом, а в период колониализма, я прошу прощения, мы же не в прямом эфире. Или в прямом. Гела, продолжай, пожалуйста. Продолжаю так. Ничего страшного, все бывает. Так. Так, я хочу сказать, что получилось что? Получилась следующая ситуация, следующая картина. Получилось, что
Сначала были монархии, и значит, социальные лифты были только у военных, и военные шли меньшинства. А потом военные начали приходить к власти. И таким образом в шиитском Ираке к власти пришли представители суннитского меньшинства, тот же Саддам Хусейн, и до него были диктаторы, которые. А в суннитской Сирии алавиты, которые близки к шиитам. Мгм. Вот так вот. То есть и фактически у них не оставалось другого выхода, они были диктатурами очень, очень жесткими. Американцы это разрушили, и что начал делать Иран? Он начал пробивать шиитский коридор к Средиземному морю. Через Ирак, через Сирию, вот то, что мы видим, все это. А сейчас увидел на Южном Кавказе, соответственно, свои возможности. Вот что. Но смотри, Поэтому ситуация, да, ситуация более чем интересная. Я не ослышался, то есть, когда ты сказал, что представители с корпуса стражи Исламской революции находятся в Армении, я правильно понимаю? да, конечно, они открыли там консульство но они Потрясающе. под Потрясает видом, воображение, конечно. под Да. видом дипломатов. Ситуация потрясающая, воображение, да, но тут много всего интересного. Например, то, что вчера Дмитро Кулеба, министр иностранных дел Украины, был в Ираке, встречался с иракскими политиками, и Ирак, в отличие от Ирана, хотя тоже шиитский, как ты говоришь, и верно, да, в большинстве своем, но официальная политика Раскладное Ирака одеяло. да, официальная политика Ирака за Украину, да. Да. Кроме того, опять вот просто зрителям, да, представить себе, вот шиитский Иран, Азербайджан, ну они все равно шииты и там, да, но вот светский шиитский Азербайджан со столицей в Баку, да, ну, то, что мы государством Азербайджан знаем, да, он, с одной стороны, шиитский, а турки сунниты, да, но они тюрки, и они считают себя едва ли не такими же самыми турками, и у них вот эта идеология две страны, один народ, как бы она совершенно Да, так. они турки, они агузские, они тюрки, Да. агузы, их языки очень близки, просто азербайджанский он помягче. Ну, вот неважно. Смысл в том, что они Чок-чок и так шииты, далее. но тюрки. И турцы, как бы, ну, это вообще узел, который невозможно никак развязать. И, наверное, это держится все только на силе. И вот твой прогноз, все-таки Иран решится напасть? Или же второй еще вариант направления рассмотрим? Я читал буквально днями, вчера что ли, значит, аналитику израильской разведки про то, что значит, Хезболла, ну, Иран, давайте называть вещи своими именами, это как вагнеровцы, в принципе, да, тоже, ну, дали более Овцы, влиятельные вагнеровцы, да, овцы. готовятся к большой войне с Израилем, да, прошел в Ливане парад Хизбаллы, террористов, которые там зиговались, это вообще дичайшее зрелище, какие-то исламистские террористы зигуют, как нацисты, на улицах Бейрута или где-то там это было, это все тоже такой сюр, да, Ливан, откуда, чего, как там, как террористы маршируют по городу в стране члене ООН и так далее, вот, ну, как бы у нас все члены ООН, к сожалению. Вот, что это за такая партия? Начнет ли, и, на твой взгляд, Иран войну с Азербайджаном? Ну, наверное, нет, скорее, твой ответ, да? Вот, учитывая Турцию и так далее. А что на Иран, на что на израильском направлении? Нет, не начнет. Я надеюсь, что не начнет. Хотя что такое война? Они могут начать обстрелы и так далее. У Азербайджана есть два мощных союзника. Это, конечно же, Турция. И это Израиль. Не будем забывать, что по факту у Израиля с Азербайджаном союзнические отношения. Израиль поставляет оружие. Израиль, по-моему, третья страна в мире или вторая по количеству купленного у Израиля Но эта оружия. война показала как раз, что там много всего израильского и спецназ. Причем мы понимаем, что это оружие Готовили. не трехлинейки Мосина, это высокотехнологичное оружие. Конечно же, ресурсы Ирана и Азербайджана несравнимы. Конечно же, Иран огромная страна, огромное государство, в 10 раз больше, чем Азербайджан. Но технологически Азербайджан превосходит Иран на порядок. И еще вопрос. Наполеон говорил, что большие батальоны всегда правы, но на это, я не помню, кто, надо будет посмотреть. Уже забываешь с этой Википедии, к черту все. Знаешь, что есть справочники какие-то, то можно всегда посмотреть с этим интернетом, забываешь все. Но есть на это хорошее выражение. Побеждают небольшие батальоны, побеждают меткие стрелки.
Поэтому в данном случае это, если, не дай бог, война начнется, не хотелось бы, это будет война больших батальонов и мелких и метких стрелков. Я думаю, что мелкие, меткие стрелки всегда победят большие батальоны. Но опять же, вот Иран, когда они Иран, говорят, извини, Гел, это да. самое, когда они говорят про войну, вот из уст иранских и властей, и прокси их, вот этих Хезболлы, всегда звучит мысль такая: Азербайджана не будет, мы вас просто сожрем, да? Вот, дальше, в отношении Израиля. Израиля не будет, мы вас уничтожим, они там клянутся на улице, все это транслируется и так далее. И вот израильское направление, ну, вот как бы прямо там какие-то прогнозы публиковали, что значит, институт то ли разведки, то ли сливы, то ли репорт какой-то разведки израильской о том, что вероятность войны наибольшая, большой войны за последние несколько лет. Понятно, что имеется в виду Иран, который пришел в Сирию в виде там Хезболлы, да, которого, Иран, который сдал фактически Путину и Ирану Трамп, лучший друг Израиля, который перенес посольство на 66 километров, значит, восточнее в Иерусалим и заслужил похвалы идиотов, как главный друг Израиля. Но вот теперь главную дружескую услугу он оказал Израилю, и теперь вот такая угроза. А что если? Или ты тоже думаешь, что они не решатся и будут, ну, максимум обстрелять? Я думаю, что Иран, конечно же, будет действовать по-другому. Иран, естественно, не решится напрямую агрессию против Азербайджана. Но Иран, Я про Израиль тоже. насчет Израиля вообще речи быть не может. Хезболла и так воюет с Израилем постоянно. Хезболла уже захватила одну страну, это Ливан. Фактически захватывает вторую страну и близко к этому, если бы не вмешательство американцев, то захватила бы это Сирия. Но ну, Израиль не та страна, которую может захватить Хизбулла. Там соотношение сил еще более, скажем так, неоднозначное, неравнозначное, нежели Азербайджан и Иран, потому что там действительно, там не только меткие стрелки, но у Израиля еще есть большие батальоны. Нужно хорошо это понимать, вся страна под ружьем. Дело не в этом, дело в том, что и по отношению к Израилю, и по отношению к Азербайджану главная угроза – это террористическая угроза. Мгм. Нужно хорошо понимать, что сейчас в Азербайджане идут массовые аресты, действительно массовые аресты, и они просто чистят вот ту иранскую агентуру, которая была завербована на протяжении всех этих лет. Почему они не делали это до этого, тоже понятно. Любая спецслужба, она держит агентуру под контролем, но она их не берет. Потому что на ее месте возникает другая, которую опять нужно вычислить и так далее. Но раз сейчас идут такие чистки в Азербайджане, это означает, что есть реальная угроза. Вот, в общем, вот ситуация, конечно же, достаточно тревожная, но Анкара, кстати, очень интересно себя повела. Хотя сейчас там весьма и весьма сложная тоже ситуация в связи с выборами, это понятно. Был разговор с Тегераном, был разговор с Баку. После этого Абдаллахян, это министр иностранных дел Ирана, 3 раза говорил с Байрамовым, это министр иностранных дел Азербайджана. Означает ли это, что все закончилось? Нет, дело в том, что нужно хорошо понимать, что Иран не един. В иранском руководстве есть раскол очень серьезный вот между ксировцами и сторонниками жесткого курса и между сторонниками мягкого курса. Но это внутри еще консервативная партия. А там еще есть либеральная партия, которая сейчас вообще загнали. Прости за жаргон, под шконку загнали. Ну, либеральная, опять-таки, либеральная Ну, условно, понятно, либеральная иранская либеральная, да. в их системе координат. Так что тут очень серьезная борьба. Абдаллахян говорил с Байрамовым, но, как справедливо сказал Фархад Мамедов, это мой друг, директор Центра исследований Южного Кавказа, азербайджанского, он сказал, что Гел говорит, а смотри, а Абдаллахян, министр иностранных дел, решает что-нибудь? Есть такая очень интересная фигура Шамхани. Это секретарь, там не секретарь, это глава Совета Безопасности Ирана. У него очень интересная биография. Он араб сам по происхождению. Он человек, который был, конечно, в Ксире, близок к Ксиру. Кроме всего прочего, он возглавлял ВМЭ, адмирал.
то и именно он отвечает за обход нефтяных санкций. Причем обход нефтяных санкций сейчас у Ирана прибавилось работы, потому что обход не только иранских, но и российских санкций. Нужно хорошо это понимать. В общем, вот примерно вот такой расклад, такая ситуация у Ну, нас. перед тем, как перейти к твоей стране, где тоже там всякие интересные ситуации происходят, и мы в Украине этим интересуемся, хотя, ну, казалось бы, в общем, вы в войне не участвуете, вот, но все равно там Саакашвили, там непонятная ситуация с внутренней политикой, с пророссийской историей вот это и так далее. Вот мы сочувствуем грузинам, мы желали бы, чтобы Грузия, ну, была европейской страной все-таки в итоге, да. Вот, но я хотел бы поговорить еще про Армению, где, оказывается, кроме Хизбаллы, вернее, кроме КСИР, значит, еще они начали, насколько я это понял, но, правда, это были азербайджанские источники, что там было столкновение опять на границе, 3 азербайджанца погибло, не знаю, кто с армянской стороны погиб, но, в общем, опять там что-то такое, Армяне опять с этим коридором или с чем-то, и опять грозит ли это новым этапом войны между Арменией и Азербайджаном? Ну, новый этап войны уже начался между Арменией и Азербайджаном. Начался он с декабря прошлого года, когда Азербайджан путем гражданских активистов перекрыл Лачинскую дорогу. Фактически взял ее под контроль, при этом не были перекрыты дороги объездные. Почему так произошло? Потому что, ну, фактически переговоры зашли в тупик. Там же была какая ситуация после... Сначала где-то до, давай скажем так, до августа 22 года ни шатка, ни валка, в общем-то, ситуация всех устраивала. Азербайджанцы говорили о том, что в 25 году это было как мантра: русские должны уйти, и они уйдут. Армяне говорили, что русские никуда не уйдут из Карабаха. Что произошло в августе 22 года и почему так все резко активизировалось? В августе 22 года произошло первое крупномасштабное наступление Сбройных сил Украины, и которое, в общем-то, поменяло ситуацию кардинально. То есть до этого момента, ну да, они не смогли взять Украину там за неделю там, или за месяц они собирались, за сколько они собирались брать всю Украину. Киев За за 3 3 дня, дня. Киев за 3 За дня. 3 дня Киева они там собирались. Да, ну ладно. Но это не показатель того, что Россия проиграет. Это показатель того, что Россия не завоюет Украину. Но это не показатель того. А вот когда было каскадное обрушение фронта на Харьковском направлении, Харьков, вот тут Понятно, направление. да. Значит, когда было вот это каскадное обрушение фронта, вот тогда уже все поняли, что Россия может в любой момент проиграть. В любой момент может каскадно рухнуть фронт. В любой момент они могут надорваться. Это не значит, что они надорвутся обязательно. Но в любой момент это может произойти. Это сразу же активизировало, в общем-то, азербайджанскую сторону. Активизировались и армянская сторона, и американцы, что самое главное. Салливан в сентябре. Нет, потом, значит, азербайджанцы заняли высоты на границе с Арменией, причем там, если брать по старой границе, азербайджанцы фактически впервые за эту войну зашли на территорию Армении. Граница не лимитирована. Азербайджанцы говорят о том, что так как граница не лимитирована, это не граница, а линия фронта. Ведь это война. Давайте садиться за стол переговоров, давайте решать. Что касается, значит, армянская сторона начала говорить про агрессию Азербайджана против Армении. То есть уже на территории Армении это все происходит. Но факт то, что Салливан вместе с секретарем Совета Безопасности Армении, Арменом Григоряном и Хикметом Гаджиевым, это помощник президента, нужно хорошо понимать, что Гаджиев Хикмету в Азербайджане это не должность, это позиция на поле. Ровно так же, как Ибрагим Калын считается пресс-секретарем Эрдогана. Но это не пресс-секретарь Эрдогана, это гораздо большая фигура, больше, чем многие министры и так далее. То есть то же самое Хикмет Гаджиев. Они договорились о том, что, в общем-то, давайте заключать мирный договор. Потом была встреча в Праге. И в Праге там было следующее. Там уже был Шарль Мишель, и почему-то на эти переговоры пришел Макрон.
Какого переговора он пришел Как на он переговоры? везде успевает, а? И Он везде, и пришел на везде, эти где переговоры, Макрон, но везде так, мир и дружба сразу наступают, да. так или иначе договаривались там о том, что да, и все начали говорить, что до конца года заключаем мирный договор. Что произошло дальше? На второй или третий день после этих переговоров Макрон выступил с такими заявлениями в адрес Азербайджана, что Азербайджан просто развел руками и сказал, ну, вот с этим человеком мы больше не будем вести переговоры, и, пожалуйста, исключите его. Причем, кстати, абсолютно ни с того ни с сего это случилось. Почему? Ну, наверное, у Макрона надо спросить. А после этого мой хороший знакомый друг Алик Искандарян, будущий Навалдая, спросил у Путина следующую вещь. Спросил, что вы думаете об армяно-азербайджанских отношениях? Ну, это обычный вопрос, который обязательно был бы там задан. Путин взял микрофон и сказал, вы знаете, что мы всегда думали, что Азербайджан хочет, Армения хочет, чтобы как-то определиться со статусом Карабаха, чтобы... А я сейчас, говорит, в последнее время слышу, что вы мир собрались заключить. Ну, Армения была собралась мир Мгм. заключить. Ну, если армяне не хотят, то тогда мы что можем сделать? Тогда мы тоже умываем руки, заключайте мир. Ну, то есть он Мирно фактически договоримся. намекнул президенту Армении, что если он тут не Да, он не будет просто, совсем послушным, да. он не просто намекнул. Он просто прямо сказал, что не вздумайте заключать никакой мирный договор. Фактически так было. Мгм. Потом он позвал Алиева и Пашиняна в Сочи. Сразу же там же, на Валдай он позвал Алиева и Пашиняна в Сочи. Они приехали, попытались подписать какую-то бумажку, не подписали, потому что Алиев был категорически против нее. А после этого, в общем-то, Азербайджан начал серию, как я говорю, активных мероприятий по взятию под контроль коммуникаций, связывающих Армению с зоной российского миротворческого контингента. Миротворческого всегда я говорю в кавычках, но он так называется. Ну, понятно, да. Значит, российский миротворческий, ага. Ну, то есть фактически под контроль вот эту дорогу из Армении в Карабах, соответственно. После этого ну, Армения включила все свои международные связи и так далее. Там кто только, Сенат Уругвая принял резолюцию, чтобы разблокировать эту дорогу. А грузы-то ездят. Мгм. Но грузы ездят только РМК и Красного Креста, потому что эти грузы не досматриваются, а остальные грузы просто Армения, азербайджанцы говорят, пускай едут грузы, мы будем их просто досматривать, чтобы не было оружия. Кстати, очень интересный момент там был перед этим. Приехали иранцы, группа иранцев, иранских мужчин молодых. Как сказали российские военные, это строители из Ирана. А, Строители из Ирана в Карабах. мгм. Азербайджанцы сказали, что это ксеровцы, это террористы. Ну, в общем-то, говорят, что они уже уехали. Ну, после того. Но факт остается фактом, то, что Азербайджан фактически взял под контроль эти дороги сейчас. Была перестрелка на объездной дороге, это уже было совсем недавно, недели две назад. Причем там, насколько я понимаю, попали в эту перестрелку работники полиции самого Карабаха. Азербайджан требует две вещи. Азербайджан требует сейчас э, разоружения армянских военных, которые находятся в Карабахе, говоря о том, что, ребята, мы же говорили, там же в этом все ссылаются на это трехстороннее заявление, которое никто не выполняет на самом-то деле. Трехстороннее заявление, которое Путин в 2020 году, Путин, Пашинян, Алиев подписали. Ну, там было написано вывод всех армянских военных формирований. Армения говорит, мы свою армию вывели, там только контрактники, и там армия обороны Нагорного Карабаха. На что Азербайджан говорит, ну нету такой Ну, это страны типа Нагорного. как ДНР, ЛНР, я правильно Ну понимаю? да, Ага. да, да. Нету такой страны Нагорного Карабаха, и там армянские военные, они должны быть выведены. И Мгм. второе, ну это уже набивший оскомину, э, кто-то шутил, что у меня столько раз Владимир Копчак, это мой друг, это директор Южнокавказского филиала Центра исследования армии, конверсии и разрушения украинского. Здесь у них филиал, причем очень плодотворно работающий и очень интересный центр.
Валентин Бадрак возглавляет этот центр. Так вот, Копчег столько раз говорил о КПП в Лачине, то есть, чтобы было настоящее КПП, они там гражданские Мгм. активисты стояли. Там еще была тема эксплуатации рудников золотых, ну и так далее и тому подобное. Да? То в Азербайджане сейчас шутят, что если КПП, когда КПП в Лачине установят, то его должны назвать именем Копчака. Ну, то есть фактически речь идет о том, чтобы Азербайджан взял под контроль, значит, свои границы. Смотрите еще о чем. Смотри, значит. Что касается вот столкновения, я почему такое предисловие долгое, скажем так, я писал ситуацию в динамике, потому что я подозреваю, что кто-то из зрителей может просто не знать вот того, как развивались события. Азербайджанцы занимали высоты за высотами, значит, все главные высоты вокруг Армении сегодня заняты Азербайджаном. То, что произошло в селе Тех, это то, что армяне попытались занять высоту и оборудовать пост. Ну и нарвались, соответственно, на Ну, силовую атаку. если я правильно понимаю, что Азербайджан чувствует свою силу сейчас, Да, ослабление России, которая не влезает и старается держать там Пашиняна на, ну, на низкой ступени своего внимания, да, вот, и таким образом Азербайджан как бы намекает на то, что если вы не будете по Карабаху решать вопрос, мы можем просто вот, ну, полноценную войну и захватить вашу территорию уже и ну пробить там. значит, да. И там нарвались они, в принципе, на ответ, огневой уже ответ со стороны Азербайджана. Это Мгм. обустройство позиции. Там, конечно, азербайджанцы сказали, что это армяне начали первыми стрелять и так далее. Ну, было видео где-то. Азер... Азербайджанцы, не договорившись о том, что они уходят, открыли. Но эти Это, взаимные обвинения, мы знаем, они всегда были, есть и будут. да, это всегда так. То есть я уже на это не обращаю внимания, потому что кто начал, кто не начал, но в данном случае мы знаем, кто начал. Очень плохая штука произошла в Ереване, на мой взгляд, очень плохая штука в том плане, что я очень обрадовался, вот как раз таки, что было? В Ереване проходит чемпионат мира по тяжелой атлетике. Я был очень рад, правда, по-человечески порадовался, что туда едут азербайджанские спортсмены. Мгм. Но закончилась все история очень, ну, Да, ужасающе, закончилась она скажи, да. очень плохо, потому что, во-первых, подожгли флаг, причем поджег флаг человек, который являлся членом оргкомитета. Это, конечно же, удар по властям Армении, это, конечно же, удар по Пашиняну. Очень серьезный удар. Потом еще сейчас порезали турецкие и азербайджанские флаги, которые там висели тоже. Ну, а с другой стороны, получается такая штука, что не смогли органы правопорядка проконтролировать это. И, ну, скажу прямо, да, антиармянское настроение есть очень серьезное в Азербайджане, и антиазербайджанское настроение есть очень серьезное в Армении. Просто разница в том, что без санкций Алиева, ну, на таком уровне, о котором мы сейчас говорим, муха бы не прилетела. А тут, понятно, поставляют. То есть это, конечно же, все это скверно, и это льет, опять-таки, льет воду на мельницу Кремля. Вообще идеальный вариант для Кремля, знаешь, какой? Какой? Идеальный вариант это если азербайджанцы сейчас вторгаются в Зангизур и захватывают его. И получается зеркалка. А, то есть Карабах Армяне контролирует русские с армянами, с а тут... армянами, а азербайджанцы с армянами контролируют Зангизур. С русскими контролируют Зангизур. Там же русские тоже стоят. И Мгм. вот такая вот зеркалочка, когда русские всем нужны, всех спасают, всем помогают. И вот эта тема, она была закинута. Я видел, я знаю, кто ее продвигает, как ее продвигают. А скажи, Кто, пожалуйста, на какое это может иметь отношение вот к нашей войне? Потому что Путин там держит большие воинские части. Там, по-моему, много народу, именно русских. Нет, ну там, я тебе скажу, там где-то порядка 2500 в самом Карабахе. Сколько в Гюмри, я не знаю. Из Гюмри, в отличие от Схинвали и в отличие от Сухуми, танки-то повыгребали.
Все-таки Но они оттуда взяли и перебросили на наш да, фронт, да? да, но Пашинян, кстати, недавно признался, что а чего вы хотите, боеприпасов все равно у них не было, они нам их передали еще во время той войны в 2020 году. А вот интересно, смотри, Гел, там, я насколько знаю, в этой дивизии русской, которая стоит на территории Армении, там очень много контрактников армян, этнических, Да, местных да, армян, которые взяли русские паспорта. А что да. сейчас, вот скажет там гражданин Российской Федерации Акопян, гражданин Сарксян, гражданин, там, я не знаю, другая фамилия. Собирай манатки, поедешь воевать, ой, куда меня тащат, ну ты же гражданин России, ты же Ну, у военнослужащий. него есть опция, если он в Армении, у него есть опция сховаться и не То есть пойти. они просто в таком случае их сдвинуть, а тут все равно невозможно, В да? Армении, ну как, как они сдвинут? Он же параллельно и гражданин Армении. Мгм. Он же параллельно и живет там же, и ну как их сдвинешь? Вообще А, у нашего армянского населения есть российские паспорта, в основном армянские, но есть и российские. Для чего это было сделано? Они ездят в Россию на заработки. Да, понятно, да. Но Причем на слушай, протяжении многих лет, причем когда сейчас без виз и так далее, они все равно ездят, потому что ну, схемы налаженные, там родственники какие-то, там друзья какие-то, знакомые какие-то. Они же ездят в определенные города и так далее. И ровно так же наши азербайджанцы тоже по азербайджанскому второму паспорту, потому что по грузинскому уже не заедешь в Россию, тоже ездят в этот, как его зовут, в Россию, ну, в основном азербайджанцы ездят в Турцию, а вот с армянами, там часть армян тоже ездит в Турцию, но не из Джавахети. В Джавахете практически их нет. Но я скажу так, что все равно, несмотря на то, что у нас без визы многие едут в Европу на заработки, все равно вот с этого региона, ну, как бы традиционно вот так. слушай, расскажи, мы подробно так остановились на Армении, Азербайджане, а что в Грузии? Вот знаешь, как-то поймала тишину Грузии. Вот в украинских новостях нет Грузии сейчас вообще, да? Нет, Последнее, ну я что... периодически высовываюсь, вот сейчас всплыл у тебя. Я про Грузию. Я не про Что в тебя. А Грузии? что в Грузии? Ну, посмотри, такая позиция Нет, я президентки про очень... Грузию в украинских новостях, я говорю, вот я же у тебя сейчас, Не, ну видишь. это понятно, да, но это все-таки не новости, а мы с тобой анализируем в целом ситуацию. Я А, имею в виду, что а ты про последнее... новости Да, говоришь, да. последнее, что я слышал, это заявление Саакашвили о том, что он умирает. И ваша улыбчивая президентка, такая хорошая вся, которая может одним штрихом перевести его хотя бы в больницу, да, там, или куда-то там под независимое наблюдение, ничего этого не делает. Значит, при этом протесты, изменилась ли их риторика в отношении Украины, России, что вообще, что сейчас из себя Я, представляет Грузия? я к нашему президенту отношусь нынешнему весьма и весьма скептически, но тут нужно быть справедливым, что она права в том смысле, что даже если она сейчас подпишет помилование, Саакашвили не отпустит против него еще два уголовных дела без приговора суда. Другое дело, что если бы она бы сейчас подписала бы помилование, это было бы мощным политическим шагом, именно политическим шагом. Она, и еще второй момент, она может отпустить Нику Гуарами, это директор телеканала Амтавари, оппозиционного главного, который сидит вообще ни за что. Ну, директора телеканала сажают за то, что он неправильно оформил машину со своей телекомпанией на жену. На 3 года. Мгм. Ну, даже бред, согласись. Теперь, что касается всего остального, ну, я уже неоднократно говорил, что у меня, когда я вот буквально стучался во все двери, не только я, все практически, э, кто более или менее понимал, к чему идет дело, да, просили и вплоть до того, чтобы передать президенту Зеленскому, чтобы он включился и так далее. Включился президент Зеленский. Честно говоря, я надеялся на то, вот мои надежды были связаны на то, что когда Зеленский что-то скажет, к нему прислушиваются в Вашингтоне. К сожалению, я не слышу этого. То есть на самом-то деле, почему Саакашвили не отпускают за границу? И кто лечится, кто не отпускает? Иванишвили, правильно? Почему Иванишвили не отпускает? Потому что он боится самого Саакашвили как фактора, по факту, и ненавидит его. Он боится реакции Путина, это два. И третье, кого он боится Соединенных Штатов, казначейства, там, Министерства финансов, но от них нет, и вообще США, но с администрацией США нет такого четкого, жесткого сигнала, отпусти, а то будет плохо. Почему нет? Ну, наверное, это большая политика. Наверное, они считают, что... Я не знаю почему. Как ты не знаешь, так и я не знаю, почему это происходит.
Но факт остается фактом. США может это сделать. Меня никто не убедит, вот никогда никто не убедит, что у США нет ресурсов для того, чтобы спасти третьего президента Грузии. Есть у них ресурсы. Но почему и как, не знаю, может какой-нибудь четвертый клерк пятого. Я думал о том, что четвертый клерк там пятого департамента Госдепа неправильно что-то делает, но с другой стороны, ну, не могут Байдену не докладывать или Блинкену не докладывать, что сказал Зеленский, правильно же? Ну и что сказал Саакашвили тоже про то, что он умирает, а если не дай бог? Ну, Ну, про это, кстати, могут не докладывать. мгм. Про то, что сказал Саакашвили, а вот то, что Ну, сказал да, согласен. Зеленский, не могут не докладывать. Это первое. Второе, кейс Саакашвили сейчас очень серьезный еще аспект один обрел, ну, гуманитарное, но понятно, чисто человечески понятно. Я не знаю, ты с ним знаком или Ну, очень, очень коротко, но знаком, да. ты понимаешь, ну, тут еще и ну, как бы личное знакомство, да, конечно же, но тут еще и политические аспекты, неожиданный политический аспект. Смотри, что произошло. Год назад я, и у тебя в программе, и в других программах, везде, с каждого утюга, до которого могут дотянуться, говорил следующую вещь, что Грузии ни в коем случае нельзя давать статус кандидата. Сейчас ситуация изменилась, и сейчас Европейский Союз Брюссель говорит, а мы дадим Грузии статус кандидата. Мы дадим Грузии статус кандидата, но, тут очень важный момент, не начнем переговоры до тех пор, пока 12 пунктов не будет исполнено. О чем это говорит? Это, кстати, изменилась ситуация после мартовских событий, после того, как народ вышел и Мгм. заставил власти отступить. То есть речь идет о том, что чтобы эти никуда не делись и не, сделали, не наделали глупостей, дали статус кандидата, и чтобы их держать в определенных рамках. Но ведь сейчас ведь суть в чем? Статус кандидата могут не дать, только если они сделают какую-то особую гадость власти Грузии. А какую они особую гадость могут сделать? Ну, например, открыть авиасообщение с Россией, к слову. Мгм. Или если, не дай бог, что-то случится с Саакашвили. Ну, мы же понимаем, что если что-то случится, не дай бог, с Саакашвили, ну, как Европа сможет дать статус? Даже если Еврокомиссия на уши станет и начнет объяснять, что, ребята, это нужно по соображениям политики, Европарламент не утвердит ни за что. Да, безусловно. Нет, ну Грузия будет просто проклята То на есть неопределенное количество лет. вот примерно вот такой вот расклад. Скажи, пожалуйста, ну плюс к тому еще Саакашвили гражданин Украины. И вообще все это, конечно, все... Вот я помню, ты мне говорил, по-моему, ты, что согласно риторике нынешних властей грузинских, нам это, конечно, дивно все слышать, да? Люди, которых мы считаем ну, наиболее порядочными людьми современной Грузии, это представители грузинского легиона, которые воюют, и много и погибло уже людей, и раненых, но они реально воюют, они 42 человека потеряли только за эти да, ну 20 в 2014 году. ну вот, короче, люди воюют, и мы их знаем там и так далее. В Грузии, типа, устами каких-то местных чиновников, которые там где-то там на диванах пультами щелкают, значит, они значит, чуть не преследуют их на государственном уровне. Вот как сейчас выглядит вообще, как Грузия говорит о поддержке Украины? Она поддерживает или нет вообще? Или это чисто риторика, или вообще ничего, просто молчание? Ну, преследовать грузинский легион и тех ребят, там не только грузинский легион, там же ребята не только в грузинском легионе Да-да, работают. понятно, но я обобщенно говорю, Да, обобщенно. вот этих ребят, их, в общем-то, у них руки коротки, однозначно, поэтому они тихо молчат в трубочку. Что касается, как Грузия поддерживает Украину, Грузия является членом Рамштайна и формально выполняет все условия, которые предусмотрены международными, скажем так, условиями. Но во всем остальном это называется кот из дома, мыши в пляс. Ребята делают бабло. Это же очень просто. Ребята делают очень большие деньги на России. Очень большие деньги на том, что на том же параллельном импорте. И если мы сейчас возьмем и хорошо посмотрим, что происходит, происходит следующая вещь, что фактически весь торг нынешних властей с Европейским Союзом заключается, и с Западом, и с США заключается в чем?
Дайте нам зарабатывать. Ну, чего вы достали? Ну, мы же инициировали, вот, Грузия инициировала резолюцию все резолюции ООН, которые были приняты по Украине. Инициатор, Грузия не просто поддержала, она инициатор. Минуточку, минуточку. Да. Инициатор Грузия, типа за Украину, и одновременно они организуют контрабандные потоки, поддерживая экономику России. Я правильно понимаю? Это не контрабандный поток, это параллельный импорт, это разные вещи. Ну а что это такое? Ну это все равно Да. обход санкций. Но нет, это не обход санкций, к сожалению, за обход санкций наказывают сразу же. А что это? Объясни, что такое параллельный импорт? Что это такое? Что такое параллельный импорт, объясню. Значит, есть в Европе компания, да, которая говорит, тут потому что у нее есть репутация. Говорит, мы не будем больше торговать с Россией. Не потому, что там санкции какие-то, ну не будем мы больше Мгм. торговать с Россией. У этой компании закупается какая-то продукция, грузинская компания. Куда дальше идет эта продукция? Она идет дальше, продается или в Армению, или в Казахстан, или в Кыргызстан. Мгм. А уже оттуда, это зона ЕАЭС, она попадает в Россию. Видишь, какая хитрая схема. Ну она не очень-то хитрая, мне кажется, но она вот очень подлая, на самом деле, Ну, да. она подлая и хитрая тоже, потому что тут как бы и об этом, и, кстати, об этом в данном случае просто Запад должен сказать, ну, ребята, что вы делаете? Что вы творите? Это же подло. Есть, конечно же, схемы, которые гораздо более, скажем так, ужасный там обход санкций, там микросхемы, чипы, но для этого есть Китай, для этого Ну, есть Иран. слушай, нет, ну эти страны, которые занимаются тем, о чем ты сказал, не входят в Рамштайн и не В том-то и декларируют все дело. путь в В ЕС. том-то и все дело. А аргумент нашего правительства, знаешь, какой? А почему туркам можно, а почему венграм можно, а почему нам нельзя? М. Да потому что у турок и у венгров нет оккупированных территорий. Им, кстати, тоже нельзя. Но у них нет оккупированных территорий 20%. Ну, а Венгрия, она такая, какая есть, но она уже вступила в ЕС. Ее вряд ли оттуда выгонят, потому что будут ждать смены власти или что-то. А Так, Грузии-то нужно сделать я шаги всегда туда. говорю, что наши власти мечтают быть членами ЕС, но мечтают быть Венгрией в ЕС. А вот М. нахрена ЕС, вторая Венгрия? Вообще ни зачем не нужно. Да. Вот не нужно абсолютно. Вот примерно такая у нас ситуация. Сказать, что они сильно напуганы, нет, потому что, ну, у нас, конечно, по оппозиции сейчас очень серьезный удар нанесен. Один из тех, кто финансирует телеканал «Формула», лучший телеканал, я считаю, в Грузии, оппозиционный, Давид Кизарашвили, BBC опубликовала большой материал, и я буду нечестен, если я об этом не скажу. BBC опубликовала большой материал о его возможных связей, возможных, потому что только по суду это должно быть определено, с международной аферой, колл-центры, что у пенсионеров европейских забирали деньги и кидали их на О, деньги. Господи. И, честно говоря, это, как правильно сказал Гианоти, это мой приятель, один из толпов грузинской политологии, это, говорит, удар не по оппозиции, это удар по демократии, на самом-то деле. Потому что, ну, да, большой фильм BBC был и так далее. То есть мы уже привыкли, что есть наши хорошие, те плохие и так далее. Но вот когда вот такое происходит, я еще раз говорю, может быть, он вообще ни при чем. Может быть, все не так, но все-таки BBC с журналистскими стандартами и так далее. Я не знаю, мне сложно сказать, но, конечно, все фактически достаточно тяжело восприняли вот всю эту информацию. Она, к сожалению, у нас очень зрелое общество, но у нас очень недозрелые политические партии или перезрелые политические партии, политическая система. Она настолько гнилая, надо все менять. В самом национальном движении сцепились две группы. И, кстати, Зерешвили как раз-таки он один из тех, кто активно поддерживает тех, кто сейчас у власти в партии Саакашвили. Ну, у власти как, в руководстве этой Ну, партии. Гела, мы туда уже залезать не будем, мы оттуда не Нет, мы вылезем. не будем залезать, но я к чему, почему я сейчас этот пример привел, чтобы ты понимал, насколько все вот в разобранном состоянии. Конечно же, власти сделали все, чтобы это было разобрано.
Но скажу мягко, оппозиция тоже. Ну, сейчас что мне тебе говорить, вот, или украинским зрителям говорить? Ну, прекрасно все помнят ситуацию, которая была до 2014 года, что это было и как это было. Тоже Ну, вот, слушай, Гела, но, к сожалению, это обидно, может быть, будет слушать некоторым гражданам Грузии, но Грузия перестала играть роль в этом мире. да, перестал. Да, перестала играть роль, имеется в виду серьезную роль, а не вот такую роль какого-то ну, девиантного, девиантной власти, с которой не хотят иметь дело ни те, ни те, ни эти. И только Москва бы всегда была бы рада их принять, но тут уже они народа боятся, наверное, активной части. Вот. Но это мое Не, такое ну резюме. понятно. Да. Да нет, они не хотят сейчас сказать, что они очень хотят к Москве, в Москву. Да не хотят. Зачем им попадать под санкции? Но я Зачем думаю, им? что они хотят, знаешь, что так, давай, мы уже просто время перебрали, они хотят тихо пересидеть все. Вот тихо, Конечно. И все. еще и заработать на этом. Еще и О, заработать, да. Ну вот мы таких людей не уважаем, ну вот и пусть они об этом знают. От. достойно уважения. Дякую тобі, Гела, за те, що знайшов час. Дуже подробно така розмова, дуже глибока. Може, там комусь вона і важкою здається, але насправді в таких я багато нюансів просто сам не знав. Дякую тобі, Гела, за те, що ти завжди кажеш щось таке, що для мене стає новиною і або привідом для роздумів. На все добре тобі. Я дякую глядачам телеканалу ЕТР, які нас дивляться і підтримують. Слава Україні! Героям слава.